эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Ракета «Союз-2» успешно стартовала с космодрома «Восточный». Глава города провел объезд объектов, входящих в агропромышленный комплекс столицы республики. Власти намерены поддержать сельхозпроизводителей. Возраст танцам не помеха. В Якутске состоялся костюмированный флешмоб. С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2-1Б» с 36 британскими спутниками OneWeb. Согласно поступившей телеметрической информации, старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме, говорится в сообщении. Районами падения фрагментов ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» определены Алданские и Кобяйские районы Якутии. Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке планеты. Спасатели Республиканской службы спасения совместно с коллегами взаимодействующих структур наблюдали отделение фрагментов в Алданском районе. Увеличить долю рынка местных производителей. Такую задачу ставят якутские власти. Накануне глава Якутска Евгений Григорьев провел выездное совещание по деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, производственных предприятий, выпускающих сельхозпродукцию на территории столичного округа. Подробности объезда в следующем сюжете. Свою ферму семья Захаровых открыла еще в 2000 году в Чурапче. Позже переехали в Якутск, чтобы дать детям образование. Сегодня пенсионеры содержат около 20 голов крупного рогатого скота. Творог, сметану, сорот и другую молочную продукцию поставляют в магазины Якутска. И, по словам фермеров, ни разу покупатели не вернули товар. Содержать скот труд нелегкий, работают Захаровы с 6 утра до позднего вечера, без выходных и отпусков. И любой государственной поддержке, конечно, рады. Мы за голову маточного поголовья получили субсидию 50% уже. У нас 6 голов дойных. И мы получили 105 тысяч уже. И мы очень рады, довольны. Будем использовать при сенокосе. Еще один мархинский бренд «Местная свинина» производит мясо крестьянское хозяйство «Сибирь». Этому свинокомплексу уже 26 лет. В год они выдают более 250 тонн мяса, а также продают около 2000 поросят. Планы у комплекса самые грандиозные – от производства колбасы и хамона до строительства селекционного репродуктора, который позволит выводить породы для мраморного мяса наивысшего качества. Интересно то, что мы провели исследования. На сегодняшний день наши производители, включая хатасы, наш старший брат и прочие фермеры, закрывают только 24% всего мяса, производимого на территории республики. 76% – это привозное сырье. Откуда везут, какого качества, сложно сказать. Глава также посетил якутский гормолзавод, частную круглогодичную теплицу. Здесь специализируются именно на огурцах. В неделю поставляют примерно 2,5 тонны в крупные продуктовые магазины Якутска. Спрос высокий. Сельхозпроизводители в городе Якутске являются важной составляющей народного хозяйства. Мало того, что они дают нашим жителям города Якутска натуральную местную продукцию, так еще являются и работодателями. С нашей поддержкой, с поддержкой государства они должны охватывать все большую часть доли рынка, чтобы местные жители наши могли потреблять местную продукцию, но это будет правильно. Действительно, местная продукция, даже если она дороже привозной, в рекламе не нуждается. С прилавков молочка, мяса и овощи якутских производителей исчезают мгновенно. Главное, чтобы ее хватило на всех желающих. А для этого без государственной помощи фермерам не обойтись. Анна Васильева, Семен Семенов, Якутск.
За 3 дня россияне купили туры по программе детского кэшбэка на 700 миллионов рублей. В течение ближайших дней людям автоматически вернется 50% от стоимости поездки. Это максимум 20 тысяч рублей. Средняя стоимость приобретенных путевок составляет 33 тысячи. Получить компенсацию за летний отдых смогут около 400 тысяч российских семей. На это из федерального бюджета выделят 5 миллиардов рублей. Список лагерей-участников программы продолжает пополняться. В настоящий момент к акции присоединились около 1300 организаций. Получить кэшбэк за детский отдых смогут и те, кто отправляет ребенка в лагерь по социальному сертификату. Родителям вернут 50% от суммы, которую они доплатили за путевку. В столице продолжаются общие субботники. На данный момент на территории озера Сайсары также идет уборка мусора и посадка цветов. Добровольцами стали движение «Спецназ добра», парусный клуб имени Тимира Алексеевича Пенигина и Всероссийское общество спасения на водах. Сейчас на месте находится наш корреспондент Екатерина Винокурова. Катя, здравствуй, тебе слово. Ежегодно неравнодушные граждане здесь, на территории озера Сайсары, в лице добровольческого движения «Спецназ добра» и парусного клуба имени Тимира Пенигина собираются на субботник. В этом году на данный момент идет уборка мусора и планируется посадка цветов. Рядом со мной директор парусного клуба Михаил Ермолаев. Михаил Артемович, здравствуйте. Расскажите, почему выбор пал именно на территорию Сайсарского озера? Потому что наш парусный клуб имени олимпийского чемпиона Тимира Пенигина базируется вот на этом вот полуострове. Уже несколько лет мы там базируемся. Здесь у нас ребятишки катаются, тренируются. И здесь вот каждый год после катка здесь остается очень много мусора. И вот мы каждый год этого мусора убираем. И вот нынче вот тоже даже начали убирать. Но в то же время здесь вот на этом мосту здесь приходят молодожены. Постоянно здесь приходят молодожены, вниз спускаются, такие нарядные. Они вниз спускаются, вот на эту территорию опускаются вниз. И здесь вот такой, не очень такой... Ну, бардак. Да, ага. Поэтому как-то жалко мне их стало, поэтому думаю, что они не разбить, и нам здесь цветы поставить. Цветочник сделать, чтобы люди вниз спускались, и как-то им было приятно все вниз спускаться. Поэтому здесь решили, вот здесь у нас принимает участие еще Всероссийское общество спасания на водах. Вот мы все являемся членами Всероссийского общества спасания на водах. И также вот спецназ добра тоже вступили в общество спасания на водах. И вот здесь мы решили разбить цветочник, а цветы сделать в виде флага России, триколор. Поэтому вот узнали, что есть такие цветы «Василек», они быстро растут, неприхотливые, и как раз по цвету подходит синий, красный, белый. Но мы видим, что здесь люди разных возрастов, да, начиная от маленьких детей, подростки и взрослые люди. Да. Хватает ли сил на все? Ну, нет, конечно. Вот у меня вот сейчас вот идет девочка, да, Ангелина, она занимается уже несколько лет, уже 3 года. Она пришла с мамой, вот у нее 6 детей, вот, она мать, у нее 6 детей. И все дети приходят сюда, занимаются. Уже 3 года с лишним они занимаются здесь в парусном клубе. А также есть у меня ребята из 19 школы, они здесь тоже приходят, занимаются. Потому что при школе есть тоже там парусный клуб, называется Фордивинт, здесь тоже занимается. Но взрослые это у нас, это члены ВОСВОДа. Ну и когда, наконец, население будет любоваться васильками? Ну, согласно их инструкции, они вроде 40-50 дней растут. Ага. Поэтому, я думаю, что надо внимание обратить не нам, конечно, мы обращаем на это внимание, но обратить внимание, что мэрии, что надо здесь как-то благоустроить, как-то, а то мы здесь вот делаем своими руками проще, а вот с той стороны строят археологический центр искусства, да, там по Генплану вообще очень шикарное такое место, а здесь как-то заброшенное. Почему здесь вот было голосование насчет благоустройства озера Сайсары было, да, и Парк Победы. Парк Победы победил. Мы думали, что победит озеро Сайсары, не победили. Думаю, что здесь будет какое-то благоустройство. Но ждем какие-то реакции со стороны властей, чтобы мы как-то для людей... Здесь приходят все молодожены города Якутска, все сюда приходят. И здесь они вниз опускаются, видят такой вот бардак. Что ж, Михаил Артемович, спасибо вам, спасибо за ваши добрые дела. Действительно, все начинается с каждого. Давайте держать свой город в чистоте и приучать маленьких детей
к чистоте. Кристина. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Катерина Винокурова. Ежегодный конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа» прошел в Нерингре в преддверии Международного дня защиты детей. В нем приняли участие воспитанники детских садов и школьники в возрасте от 6 до 14 лет. Подробнее об участниках и их поделках расскажут наши коллеги. Краски, цветная бумага, пластилин, текстиль, полимерная глина, соленое тесто и обожженная глина. Из этих разнообразных материалов дети своими руками сделали тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка. Я решила поучаствовать в конкурсе, потому что у меня бабуля пенсионер по МВД, а мама бывший сотрудник полиции. Поделка пришла в голову мне. Она изготавливалась час из полимерной глины и из ниток. Это моя первая поделка из соленого теста. Мне мама помогала. Мама сначала сделала из соленого теста вот этого, а потом запекла его, а потом уже я разукрасила. Члены комиссии отметили творческий подход юных конкурсантов и дали высокую оценку каждой работе. Я получила массу удовольствия за период этого конкурса, потому что когда несли конкурсанты свои работы, это действительно позитив, это энергия. Членам жюри было действительно очень сложно. Действительно такой высокий, хороший творческий подход ребят. Выполнены работы вообще идеально. Всех конкурсантов наградили дипломами и памятными подарками. После для ребят и их родителей в музее отдела МВД провели экскурсию, где сотрудник отделения по работе с личным составом рассказала об интересных фактах, произошедших за время существования отдела, и познакомила с уникальными экспонатами. В завершении встречи инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД напомнила ребятам о соблюдении правил дорожного движения, пожелала безопасных летних каникул и подарила яркие рюкзаки со световозвращающими элементами. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингре. Сегодня в Якутске состоялся флешмоб с участием танцевального ансамбля «Леди Плюс» и клуба Центра колонетики и танца под руководством Марины Кузьминой. Участницы в возрасте 50+ в национальных костюмах станцевали в красивом месте на территории Чучур-Муран. В прошлом профессиональная артистка национального танца, педагог, хореограф Марина Кузьмина вот уже 15 лет преподает колонетику, а 2 года назад начала преподавать модное направление барре-фитнес для всех желающих улучшить свое здоровье. Вообще наша республика танцующая республика, все любят танцевать, абсолютно все. И вот мы как бы даем пример нашим женщинам возрастным, да, что не надо сидеть дома, надо вести активный образ жизни, танцевать и веселиться. Танец зумба, исполненный этой зимой в минус 45 градусов, мгновенно разлетелся в сети и стал очень популярным. Ансамбль активно участвует в городских мероприятиях. Такие флешмобы украсили праздничные программы к 9 мая, национальному празднику Исэх. Якутские женщины стали ярким примером того, что даже после 50-60 лет можно вести активный образ жизни. В передаче «Утро Якутии» часто рассказываем о людях, у которых интересные увлечения, хобби, о спортсменах, о музыкантах. Они для нас главный мотиватор. Я очень надеюсь, что для наших телезрителей тоже, потому что они заряжают хорошим настроением очень рано утром и таким бодрой энергетикой классной. Поэтому мы это поддержали. К этому часу вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.